сегодня строится, это Керченский мост, дорога, которая в Севастополь, Керчь. Это одна из самых значимых миллиарды долларов денег, которые вкладываются. Эта дорога никуда не уйдет, она останется нашими детьми. Видите, молодые девушки сидят. Вы будете рожать детей, они будут взрослые, они будут тоже папами, мамами, внуки нашей дороги, все остается для нас, живущих. Сегодня, когда мы многие смотрим телевидение, смотрим, одни говорят, что на выборы надо идти. Только этот путь для нас самый прозрачный. Если мы пойдем на выборы и будем идти на все выборы, которые будут на этой неделе, через неделю, которые будут в 2019 году, практически все проблемы, которые мы ставим перед собой, они будут решены. Я сейчас коротко об этом расскажу. Только в Бахчисарайском районе проживает более 50% крымских татар. Если все идут на выборы, 50% депутатов районных советов, сельских советов, все наши ребята. Их избирают председателями совета. Депутаты, они будут в комиссиях, будут участвовать в процессе жизни в том, где мы живем. Все этим открывается вся. Вторым моментом, мы все абсолютно поддерживаем действующего президента Владимира Владимировича Путина. Почему мы его поддерживаем? Потому что то, что мы ждали, наши родители, я лично сам, вот где-то взрослые есть и молодые есть, даже ту реабилитацию, о которой говорили, мы ждали ее около 70 больше лет, благодаря президенту оно было нам дано в 2014 году. Теперь также на государственном уровне наш язык тоже государственный. Но мы никогда не должны забывать, что больше всего в том, что мы многие не разговариваем на своем языке, виноваты только мы сами. Никого винить никогда не надо. Если в семье бабушка, дедушка с детьми, с внуками разговаривают на своем языке, дети растут и разговаривают то, что слышат дома. Если мы дома большую часть времени разговариваем на русском языке, а потом говорим, ай, балам, это так же умеете, кого винить, себя винить. Поэтому этот вопрос тоже стоит, особенно перед нами. Второе, то, что мы лично, каждый из нас тут живущих, оказывали большую финансовую помощь по возможности для соборной мечети. О ней только говорили, свозили кирпич, шакушняк, свозили деньги, учет велся, записывали, все, учет до сих пор там. Сегодня, слава Аллаху, всемогущему, я считаю, в 19-м конце года и в 20-м году, в 18-м году, я думаю, в конце, в 19-м году наша соборная мечеть будет действовать, и работа, она будет одна из самых мощных и красивых в стране. Да, вопросов много, но мы с вами светские люди, прекрасно понимаем. Без имени Аллаха ничего не происходит. Каждый, кто вот он рождается, встает и бисмилляхи рахмани рахим, duasını temiz Allah'a şükür. Duanı yürüyen adam bir kısmeti de yolu da açık olur. Onun için Allah kısmet etse 18 числа все вот ваши дети есть, родители, внуки, и каждый после того, что мы с вами собрание проведем, обязательно дома должны рассказать, что выборы это каждый гражданин России обязан прийти и дать свой голос. Мы лично призываем, чтобы голос вы дали за нашего президента, за действующего Владимира Владимировича Путина. Теперь сегодня, изучая историю, можем опуститься на 2003 год, 2004 год, берем Ирак. Америка более года утверждала, что там есть оружие массового уничтожения, химическое. Саддама Хусейна повесили, это оружие, и это я никогда никому не показали его по сегодняшний день. Также, что сделали с Ливией. Также, что сегодня было сделано с Сирией и с Ираном. Только благодаря России наши соотечественники, мусульмане, все сегодня живут в здравии и благополучии. Возьмем Крым, 4 года. Без единого выстрела. Более 20 тысяч солдат было в Украине. Без единого выстрела поменялись флаги, поменялось государство, мы утром проснулись, были на референдум, вместе с вами мы живем в Российской Федерации. Мы должны первоочередно подумать, готовить своих детей, чтобы они учились хорошо.
кончали высшие учебные заведения, были генералами, адмиралами во всех структурах власти работали. Тогда народ будет жить, существовать в соцветии Крыма. Вот это то, что мы желаем, и то, о чем мы вас просим. Аллах Святый, прошу всех на выборы. Мы будем ездить по всем районам, по избирательным участкам вместе с вами. После нашего выступления, у кого какие вопросы есть, задавайте, мы будем отвечать. Салам.